28 июня Ингушетия будет отмечать День молодежи. Он обещает стать незабываемым праздником для всех молодых людей республики. В программе множество интересных мероприятий, которые пройдут на нескольких площадках Ингушетии. Это порядка 20, свыше 20 мероприятий, которые объединяются едиными смыслами. В случае с Ингушетией это основные локации, это наша столица, город Магаз. Все мероприятия, которые проходят внутри помещений, в залах, проводятся у нас тут, внутри университета, на базе ресурсного и добровольческого центра. Но самое интересное, масштабное, такие народные гуляния, можно даже сказать, будут проходить в нашем спортивном центре в сельском поселении Мужичи. Локацию выбирал лично глава. Мы зазываем туда всю молодежь, студенческую молодежь, работающую, волонтеров, общественные организации. В Мужичах Комитет по делам молодежи подготовил масштабную программу к предстоящему празднику. В нее войдут концерт, организованный Министерством культуры с участием рок-групп, спортивные игры, творческие мастер-классы, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Для всех участников будет организовано бесплатное питание, рассчитанное на 500 человек. На площадке мероприятие начнется в 15:00, то есть любой желающий может прийти в это время. Вход свободный. Там будут проходить и военно-тактические игры, командные соревнования, турполхо. Любой человек может стать частью команды, сформировать команду из 10 человек, участвовать в таком. Мы там воссоздаем полигон, лазерное оборудование, никого не пачкаем и никого не делаем там какие-то выстрелы, ранения, но при этом есть лазерное оборудование, которое определяет победителя, цель, захват флага, удержание. Его очень интересная игра, даже для взрослых, лично сам играл, знаю, поэтому всем советую пойти. День молодежи – это очень важное событие для нашего региона. Подготовка к празднику идет полным ходом. Организаторы в лице Комитета по делам молодежи совместно с Министерством культуры, спорта и другими ведомствами тщательно продумывают каждый момент, чтобы этот день запомнился всем надолго. Кроме того, что было заявлено, будет проходить и походы на наши водопады, самый большой водопад Республики Ингушетия. Это походы первых по линии больше, чем путешествия при поддержке комтуризма. Также будет проходить экологическая акция от Министерства природы. Университет активно вовлечен, и внутри университета будут вплоть до молодежного форума проходить и посадки деревьев, и очень много активностей. Нас поддерживают наши партнеры из IT-академии. У них целая программа, это и мастер-классы по искусственному интеллекту, это и тестирование наших игр от молодежи Ингушетии. Это и формат викторины, формат работы их, стойки регистрации, где можно проконсультироваться. Это праздник для всех молодых людей, которые являются двигателем прогресса и будущего нашей республики. Пользуясь случаем, руководитель Комитета по делам молодежи решил поздравить людей с наступающим праздником. Безусловно, хочется поздравить всю молодежь Республики Ингушетия, красивый праздник, он отмечается во всех 89 субъектах. Это интересное событие. Хочется, чтобы каждый человек посетил его, максимально с пользой провел свое время, участвовал в творческих, спортивных, досуговых программах нашего мероприятия, был активным, вовлекался в деятельность и нашего ведомства. В России в целом создается очень много возможностей, очень много конкурсов, мест для самореализации. Нас этим поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи, и мы готовы поддерживать и студенческую молодежь, актив, добровольческую молодежь, работающую молодежь нашей республики. Впервые День молодежи был установлен в СССР 24 июня 1958 года. Это было время активного развития комсомольского движения, и праздник был призван подчеркнуть роль молодежи в строительстве социализма. Он был посвящен борьбе за мир, достижениям советской молодежи в науке, культуре и спорте. В этот день проходили массовые демонстрации, митинги, концерты и спортивные соревнования. Вот и сейчас молодежь Ингушетии планирует отпраздновать свой день так же, как это делали их отцы-победители. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.